В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Важная дата в истории – день окончания Второй мировой войны. Какие мероприятия пройдут сегодня в Якутии и по всей стране? Еще 48 случаев коронавируса в Якутии. 2 человека с COVID-19 скончались. В стиле реализма и с элементами символизма известный якутский художник Семен Луканти написал портрет Дмитрия Сивцева «Сорона Малона». Сегодня день воинской славы России, день окончания Второй мировой войны. В этом году была уточнена дата окончания самой страшной войны в истории. И теперь памятный день приходится на 3 сентября. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда фашистско-немецкие войска напали на польские укрепления под Гданьском. По разным оценкам, эта война унесла жизни от 50 до 80 миллионов человек. В нее были вовлечены почти 60 государств. Окончательно Вторая мировая война завершилась, когда на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о капитуляции Японии. С днем окончания Второй мировой войны якутян поздравил глава региона Айсен Николаев. Он отметил, что во время сражений с Японией на алтарь победы были отданы жизни более 8 тысяч советских солдат и офицеров. Более 62 тысяч якутян встали на защиту Родины. Половина из них навсегда остались на полях сражений. Айсен Николаев также отметил, что в год патриотизма в Якутии особенно важно укреплять связь со старшим поколением героев, создать крепкую основу для воспитания молодого поколения в уважении к своей родине. В день окончания Второй мировой войны в Якутске открылась выставка «Память поколений», первая подобная по концепции и масштабу. Ее можно увидеть в историческом парке «Россия. Моя история». Более 200 шедевров живописи отечественных мастеров 20 века. Одним из самых ярких визуальных решений на выставке стало внедрение спецэффектов в каждую картину. Так, знаменитые произведения из статичного живописного изображения превратились в самостоятельные мини-новеллы. Якутяне увидят не просто представят оживших героев полотен, как будто встретятся со свидетелями тех лет. В числе картин на выставке будут представлены полотна и из Фонда Национального художественного музея республики. Также сегодня можно проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны. В стране стартовала акция «Диктант Победы». Задания будут посвящены знаменательным датам, событиям, военной географии, историческим личностям, художественной литературе, произведениям изобразительного и монументального искусства. Для участия необходимо прийти на площадку проведения мероприятия. Список доступен на сайте диктантпобеды.рф. Например, в столице республики 3 площадки: в Якутском колледже связи и энергетики, технологическом техникуме и сервиса и колледже технологии и дизайна. Для участников, именно кто примет решение участвовать в написании диктанта, это 25 тестовых вопросов. В том году было 20. В основном это есть определенная аналогия с проведением ЕГЭ. Такая же регистрация, такой же способ контрольных измерительных материалов, выдачи. Он достаточно строгий для того, чтобы заранее не были оглашены вот эти перечень вопросов. Единое время для страны, для всей 2 будет часовых пояса для проведения. И в этом году добавилось еще 5 вопросов. Вот я сказал, 25 будет тестовых вопросов. Это будут вопросы, связанные именно со спецификой Урала, нашего региона, о подвигах наших земляков и о боевых подвигах, и о трудовых подвигах. Стоит отметить, что акция «Диктант Победы» пройдет в образовательных учреждениях всех районов Якутии. Всего в регионе около 300 площадок. По предварительным данным, участие примут более 10 тысяч человек. Площадки сформированы даже на достопримечательных местах республики, такие как Ленские столбы, полюс холода и река Амга.
Устремленная ввысь стелла с солдатами, мраморная плита у постамента, танк в натуральную величину. В Удачном реконструирует комплекс, посвященный героям Великой Державы. Он считается главным символом приполярного города. Его не ремонтировали 15 лет. Ирина Балкова продолжит тему. Гранитная пыль на этой площадке столбом стоит. Новую плитку, которая станет одеждой. Для основания памятника рабочие выпиливают болгаркой. До этого с рулеткой в руках вымеряют каждый сантиметр. Старый материал от фундамента отошел с легкостью, зато продержался 15 лет. Изношенный камень строители заменят на более крепкий. Работы у комплекса не останавливаются ни на один день. Нужно успеть закончить все до наступления минусовых температур. Для Павла Новикова, руководителя подрядной фирмы из Чебоксар, это не первый объект в Якутии. Поэтому с особенностями Крайнего Севера знаком не понаслышке. Работу проводили в город Нерюнгри, получается. Ну, немножко профиль у нас немножко был другой, что касаемо памятника. Принципы те же. Провести реконструкцию памятника власти Удачного решили в этом году в рамках празднования Года памяти и славы Российской Федерации. Администрация района и депутатский корпус поддержали инициативу местных чиновников. Нам был предоставлен межбюджетный трансфер в размере 5 миллионов 577 тысяч рублей. С местного бюджета эти работы профинансированы были в размере 287 тысяч 750 рублей. Сейчас работы по укладке плитки подходят к завершению. Далее специалистам предстоит установить памятную плиту и прикрепить к ней буквы. Надпись будет у нас из нержавеющей стали, покрыта нитритом титана. Технология довольно-таки часто используемая. На храмах, соборах купола можете увидеть в цвет золота. Среднестатистический срок службы 65 лет. Куликовская битва, война 1812 года, героические сражения в Афганистане и Вторая мировая. 4 судьбоносных войны, 4 увековеченных солдата, символизирующие эпохальные сражения. Совсем скоро мемориал защитнику Отечества будет выглядеть по-новому, а птица с распростертыми крыльями, являющаяся российским символом, вновь возьмет под свое крыло удачнинцев. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». К другим темам. 47 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за сутки. Это данные регионального оперштаба. География следующая. В Якутске 22 заболевших, в Мирнинском районе 7, в Таттинском 5. В Нерюнгринском 3, в Аймяконском, Среднеколымском, Хангаласском районах выявили 2 новых случая. В Абыйском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Намском районах по 1 заболевшему. Подтверждены 2 летальных случая от COVID-19. За сутки лаборатории региона сделали около 4000 исследований на коронавирус. 7 лесных пожаров тушат в Якутии, 3 из них локализованы. Об этом сообщает Минэкологии Якутии. Общая площадь, пройденная огнем, более 500 гектаров. За минувшие сутки в зоне обслуживания ликвидирован 1 пожар в горном районе. В зоне контроля ликвидировано 15. С огненной стихией боролись около 200 человек. Было задействовано более 40 единиц техники. В регионе действуют 32 термоточки. Наблюдения за этими возгораниями ведут с использованием космических средств. Угрозы населению и объектам экономики нет. Аэропорт Якутска работает в штатном режиме после задержек из-за тумана. Вылеты начались с 10 часов утра по якутскому времени. Сейчас на подлете задержавшиеся самолеты авиакомпаний S7 и Аэрофлот. Аэропорт работает в штатном режиме, расписание скорректировали. Об этом сообщили нашему телеканалу в пресс-службе воздушной гавани. Напомню, что сегодня утром в аэропорту Якутска были задержаны 23 авиарейса на прибытие и отправление. Ход строительства многоквартирного дома для переселенцев проверил в Амге глава Якутии Айсен Николаев. 4-этажный жилой дом возводят по улице Ленина. Руководитель региона пообщался с подрядчиком и бойцами студенческого строительного отряда, привлеченными для проведения строительных работ. Как рассказал застройщик, работы на объекте из-за пандемии коронавируса ведутся с отставанием от плана на 20 дней. Тем не менее, строители уверены, что дом будет введен вовремя. И уже в 4-м квартале этого года жильцы начнут въезжать в новые квартиры.
Если говорить о федеральных программах, то здесь, конечно же, особое внимание мы уделяем строительству жилья для переселенцев из аварийного жилого фонда. Эта программа, инициированная нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, идет по всей стране. Республика Саха-Якутия получила больше всех денег на эту программу. И вот во всех районах республики сегодня идет строительство для переселенцев из аварийного жилья. Здесь я вижу, что в принципе работы идут нормально. Большинство объектов будут сданы в срок, хотя, конечно, есть отставание по некоторым из них, связанное с ковидом. Но мною сегодня даны соответствующие поручения, чтобы это отставание ликвидировать и в установленные сроки все объекты сдать. Известный якутский художник Семен Луканси написал портрет Дмитрия Сивцева Суарона Амалона. Работа выполнена маслом в стиле реализма и с элементами символизма. В произведении якутский писатель и драматург, герой социалистического труда, предстал на фоне природы. Художник взял в основу пейзажи села Сотинцы Усть-Алданского района. В картине также присутствуют книга и колокол, как символы огромного вклада Дмитрия Сивцева в литературу Якутии и объединения якутского и русского народов. Над портретом Семен Луканси трудился около месяца. Художник выезжал в Сотинский музей-заповедник «Дружба», работал с архивными материалами и вдохновлялся творчеством и личностью Суарона Амалона. Сейчас портрет Дмитрия Сивцева полностью готов и при первой же возможности будет представлен широкой публике. Он основал много литературных музеев, исторических музеев. И он для меня, конечно, как на самом деле большой философ, гражданин, патриот своего народа, своей нации. И для меня это большая честь написать его портрет. Сейчас я в данный момент являюсь стажером при Российской академии художеств. У меня руководители братья Ткачевы, известные русские художники. Дальнейшие планы у меня запечатлеть наших выдающихся людей, не только из республики, но и России. И дальше также продолжить писать про историю, про культуру нашего народа. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.